Поэма «Шейх Мансур». Поэт Тугузов Асланбек. Запись и сведение Денис Атабаев. Читает Аднан Нагаев. В сырой темнице каземата, куда и луч не проникал, в цепях из твердого булата чеченец гордый умирал. Уже не двигал он руками и только пристально глядел большими темными глазами в ему лишь видимый предел. И столько пламени сияло в его измученных глазах, что, скручиваясь, отступала тень смерти в кованных дверях. Вот он зашевелил цепями, вот тихо голову поднял и странно, бледными губами, с улыбкой слабой прошептал: «Прощайте все, в ком мог узнать я родную кровь. Прощай, мой край. Прощайте, пламенные братья, и ты, тюремщик мой, прощай. Мне сумрак жизни вездесущий, видать, уже не по плечу. Творец небес, морей и суши уж гасит и мою свечу. Уже я чувствую с надеждой, как разлучается с тюрьмой мой дух, и новые одежды мне шьют из ткани световой. Сквозь спазмы немощи проклятой, сквозь тьму и крыш тюремных жесть, я слышу, как седой глашатай несет мне радостную весть. Доволен я, и слава Богу, да будет так, как Он решил. Не я чертил мою дорогу, ее Всевышний начертил. И вот сейчас, теряя силы под гул слепой морской волны, я умираю без могилы в глухом краю чужой страны. Без брата возле изголовья моей кончины, чтобы он вложил в ладонь мою с любовью свою могучую ладонь, чтоб словом, трогающим душу, мой ум сметенный укрепил и бедный прах в чужую сушу с молитвой тихо положил. Но я надежды не теряю. Я знаю, свет рассеет тьму, и с чистой совестью вверяю себя ему лишь одному. И смолк, как будто сила речи уже покинула его, лишь слабо вздрагивали плечи, и смерть глядела на него. Но вот он вздрогнул, словно глянцем зари предутренний восток, каким-то розовым румянцем зажглись две ямы впалых щек. Как будто вдруг упали стены, и рухнул в бездну каземат, и видит он надел ячменный, саманный дом отца и мать. Серебряную ленту сунжи, обрывы желтых берегов, как будто дождевые лужи, мерцают зеркала прудов. А дальше, к югу, за лесами, туманя призрачный простор, сияют белыми снегами седые шапки синих гор. И видит он картины детства, как будто сквозь нездешний дым печальной памяти наследства все живо встало перед ним. Вот он на памятном кургане с кинжалом в жилистой руке стоит в пороховом тумане, в папахе, в черном башлыке.
Ложатся с грохотом снаряды, свистя осколками свинца, а он глядит, идут отряды, идут, и нету им конца. От Татартупа до Кордона, седых кубанских берегов, они идут, подняв знамена, почти до самых облаков. Сверкает небо от пожаров, и горы в сумрачном огне. Вот кабардинский дол Мударов летит на княжеском коне. За ним, рассыпавшись, как лава, как смерч, сметающий врагов, летит Адыгов цвет и слава, мерцая сбруей скакунов. Сверкают латы, злые искры, подков вот-вот зажгут поля. Такой стремительной и быстрой не знала конница земля. Вот дол, сорвав повязку с глаза, поднял Джате над головой: «Салам тебе, имам Кавказа! Аллах всевидящий с тобой!» Как зоркий сокол с тверди черной, сложив крыла в урочный час, тугие склевывает зерна, так смерть выклевывает нас. Из этой жизни быстротечной, похожей на печальный сон, клянусь душой и жизнью вечной, ты был муршидом всех племен и шел под знаменем ислама быстрее молнии грозы. И в черной бездне глаз имама сверкнула капелька слезы. И слабо шевеля цепями, он с силой выпрямился вдруг и прошептал, горя глазами: «Мир и тебе, мой верный друг! Господь миров, дохнувший пламя в живую глину бытия, за наше братство и за знамя пускай помилует тебя. А я простил, мне новоселу к чему теперь мирская грязь?» И, опустив печально к долу, глаза промчался гордый князь. За ним Месостов от Ажука, смирив лихого рысака, как встарь в бою стрелу из лука, пустил в седые облака. И крикнул зычно: «Данник смерти, я Бога с трепетом молю, чтоб после этой круговерти мы снова встретились в раю. Прощай же, брат, пусть наше знамя узрят и немец, и урус, и долго плачут в твою память и храбрый лев, и горький трус. Вот следом мчится Астемиров, уздень из Малой Кабарды, и громкий клич его такбира качает полог темноты. И снова хриплый гик и крики, и топот ног, и пыль столбом. Имам глядит, идут кумыки, все так же дерзко напролом, как шли когда-то под Кизляром, под Татартупом и Лобой на пушке белого Сардара в последний свой смертельный бой. Вот князь Чапалов саблей машет, и как скала при свете дня Салауздень Казбек Умашев привстал с могучего коня. Играют солнечные блики на длинных ружьях и мечах. «Салам тебе!» — кричат кумыки. «Велик Аллах! Велик Аллах!» Смотри, как гаснут наши очи, живым пылавшие огнем. Ты был нам светом в темной ночи и зорким был поводырем. Уже твои мы видим знаки, как дар грядущим племенам. Прощайте, верные кипчаки, чуть слышно шепчет им имам. Я скоро стану прахом, короткий век отпущен нам, но в судный день перед Аллахом я засвидетельствую там, что никогда на поле брани под вечным знаменем отцов от Дагестана до Кубани надежней не было бойцов. Прощайте, братья. С тихим стоном чеченец шевельнул рукой, но новые зажглись знамена и осветили свод сырой. И вот уж кулаком единым, как встарь асхабы на тагут, идут нагайцы, абазины, тавлинцы смелые идут. За ними грозные лезгины, а враги предательств и измен идут, держа прямые спины в бешметах черных до колен. Как львы урочищ Дагестана, лихие в храбрости своей, идут аварцы Умахана в больших попахах до бровей.
Вот закубанские доспехи сверкнули грозно за холмом, и гаснущие очи шейха последним вспыхнули огнем. Когда в сияющей кольчуге, расправив свой могучий стан, возник гроза морской округи, черкесский лев Мухаммед-Зан. На западное Черноморье Мухаммад ужас наводил, но тут он взором полным горя с тоскливой болью возгласил: «Прощай, мой шейх, мы все в печали, благодарим свою судьбу за то, что мы не проиграли ни веру нашу, ни борьбу. Пускай над этой твердью зыбкой запомнят люди образ твой». И умирающий с улыбкой кивнул черкесу головой. Аллах велик, хвала Аллаху, что все навеки решено, грядущее подобно праху, коль прошлым не озарено. Спасибо, что делился хлебом и не предал в тяжелый час. Господь миров под вечным небом в свой час помилует и нас. И вздрогнул свод, и длинным эхом сотрясся сумрак пустоты. Прошли Галгаи, Абадзехи, Убыхов стройные ряды. Они прошли при ясном свете, под храп коней и свист свинца. И нет конца колоннам этим, и нету им конца. Вот самый лучший из алдаров, из тагаурских осетин, бесстрашный князь Ахмад Дударов, теснин дарьяльских властелин. В руках его при свете солнца мерцает сабли острой сталь, но очи грозного иронца уже окутала печаль. И кличет он в тоске сердечной, убавив резвый ход коня: «О, светлый шейх, в юдоле вечной замолви слово за меня! Скажи, что грешный страж Дарьяла, взымавший пошлины с купцов, не спрятал в ножны сталь кинжала, когда услышал вечный зов. Предтечи истины имама и к битве воинов собрал, и, глядя вдаль светло и прямо, имам Алдару отвечал: «Я все скажу, мой брат угрюмый. В тот день, когда поставят в ряд, ты был лучом кавказской уммы, и ты из спасшихся, Ахмад. Прощай, под этот темный свод я до дня великого уйду». Дударов выпустил поводья коня и канул в темноту. Но вслед за ним над бездной хмурой, из тьмы свернувшейся в огне, поднялся каномет Мансуров на тонконогом скакуне. «Салам тебе, имам Кавказа! Ты жив, а значит не убит!» Кося лукаво острым глазом, кричит веселый чингизид. Пока колючие барханы еще удобны для войны, и наши звездные колчаны тугими стрелами полны, мы будем жить, а это значит, что все идет своей стезей, и степь Ногайская оплачет тебя живительной грозой.